Канашскому спорткомплексу «Локомотив» исполнилось 15 лет. Автономное учреждение «Спортивная школа «Локомотив» города Канаш Чувашской Республики празднует свое 15-летие. Сегодня каждый, переступивший порог физкультурно-оздоровительного комплекса, смог лично лицезреть настоящий праздник спорта. Яркие костюмы, разноцветные шары, зажигательная музыка, толпы детей, зрителей и участников праздничного мероприятия смогли увидеть все желающие. Спорткомплекс с самого начала создавался как база, обеспечивающая спортивную, профессиональную подготовку разного уровня воспитанников школы. Основной целью деятельности учреждения является реализация общеразвивающих спортивных программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки. Задачами его являются организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса путем привлечения детей, юношей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса путем привлечения детей, юношей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. Разработки программ, форм и методов работы, написание учебных планов и конспектов занятий. Организация совместной работы с общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями города Канаш для проведения дополнительной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Обеспечение условий для укрепления здоровья, адаптация к жизни в обществе. Продолжение совместной работы с родителями и определение наиболее эффективных форм сотрудничества тренерского коллектива и администрации с родителями обучающихся. Усиление мероприятий по охране труда и техники безопасности. Выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков для передачи их в специализированные спортивные школы Чувашской Республики. Удовлетворение потребностей граждан в получении дополнительных услуг спортивной направленности. 15 лет – весьма внушительный срок. За эти годы физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив» вырос из правильного начинания в куда более масштабный и, главное, эффективно функционирующий проект. Это обусловлено в первую очередь тем, что спорткомплекс по-настоящему востребован среди разных возрастов населения нашего города. Спорткомплекс растет и развивается за счет заслуженных тренеров разных отделений, мастеров спорта, чемпионов мира, которые проводят кропотливую работу над раскрытием в личности спортивного потенциала, настроенного только на победу, и доводят начатое дело до нужного спортивного результата. Почетными грамотами администрации города Канаш за долголетний и добросовестный труд были награждены работники спортивной школы «Локомотив». Ведущие поприветствовали тех людей, с которых началась спортивная школа, кто ввел ее к успехам и достижениям. Это уважаемые директора Владимир Иванович Романов. Поздравляю всех с этой датой, желаю всем успеха во всех делах, здоровья самое главное. Наш ФОК, он работает для города, мы оздоравливаем население, мы готовим детей, молодежь к службе в армии, к защите Родины. Наши воспитанники и сейчас находятся на Украине. Вот. Наша задача действительно делать здоровое население, чтобы это наше будущее, продолжение, это наши дети. Мы должны вкладывать в них как можно больше. Желаю всем успехов еще раз. Спасибо. Николай Матвеевич Захаров. Спасибо. Этот период жизни, когда я работал здесь в спорткомплексе, один из лучших в моей жизни. Я познакомился, я вообще-то был знаком уже со многими работниками, сотрудниками, тренерами, но здесь уже более так крепко мы сдружились. И наши достижения тоже были и на уровне республики. Мы занимали первое место в смотре конкурсе на лучшую постановку с культурно-спортивной работы. У нас платные услуги оказывались одни из лучших в республике. Александр Николаевич Александров. Хочется поздравить тренеров, преподавателей, которые работали в мое время. Это прекрасные преподаватели, знающие свое дело, которые воспитали очень много спортсменов, не просто детей, которые стали сильными, быстрыми, ловкими, которые потом в жизни все это себя проявляли и в других видах деятельности, не только в спорте. Поэтому я хочу их тоже поздравить. Искренние слова поздравления высказал почетный гражданин города Канаш, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Григорьевич Иванов. Гости, работники, учащиеся, поздравляю вас
последнем юбилее. 15 лет – это довольно долгий срок. За это время здесь были подготовлены очень многие спортсмены высокой квалификации, это мастера спорта. Пусть они попозже выполнили по окончании спортивной школы, но начинали заниматься здесь. С праздником вас всех! С поздравительными словами выступил и директор спортшколы «Локомотив» Роман Николаевич Константинов. Пускай я, говорится, директор еще так совсем немного, но все же есть тоже определенные успехи. И думаю, с помощью наших тренеров, наших сотрудников мы будем добиваться более высоких результатов. За эти 15 лет воспитанники ФОК «Локомотив» становились неоднократными победителями и призерами в разных спортивных смотрах, номинациях и конкурсах в республиканских и всероссийских соревнованиях. Занимаюсь легкой атлетикой уже 2 года. Впервые на соревнования я попал совершенно случайно. Меня пригласили побегать за школьную команду на соревнованиях. Мы ездили порой в лагере «Орленок». И после этого как-то получилось, что я попал на легкую атлетику и уже 2 года выигрываю соревнования, многократный победитель всероссийских соревнований. После года занятий легкой атлетики ко мне присоединился еще и мой друг Никита Нестеров. После этого мы с ним соревнуемся на соревнованиях вместе, участвуем, тренируемся в нашем любимом спорткомплексе Канаша. Спасибо ему огромное, предоставляет все возможности. В 2022 году участвовал на всероссийских соревнованиях в городе Ульяновск, где стал серебряным призером. Во многом благодаря тому, что занимаюсь в этом спортивном комплексе города Канаша. По сей день мы занимаемся в этом спорткомплексе с моим другом Никитой и приглашаем всех жителей Канаша развить не только тело, но и свой дух. Воспитанникам спортивной школы на праздничном мероприятии были присвоены разные спортивные разряды от кандидатов в мастера спорта до первого спортивного разряда. Все участники муниципального этапа школьной баскетбольной лиги КС Баскет 2022-2023 были приглашены на общее фото, а 3 выпускника школы получили зачетные книжки. Мой сын Григорий Арсений Павлович посещает спортивный комплекс «Локомотив» уже очень давно, с 1 класса. Уже 5 лет мы ходим к тренеру Олегу Геннадьевичу Вишневу. Очень рады. В команде Олега Геннадьевича Вишнева собрались спортсмены, которые хотят получать и достигать самых высших результатов. Поэтому именно к Олегу Геннадьевичу мы пришли в команду и посещаем уже много лет спортивные лыжные гонки. И на данный момент сегодня мы получаем достаточно хороший результат, когда на разные ездим соревнования, всероссийские, республиканские, городские, конечно же. И на сегодняшний день мы получили 1 разряд. Спортивный комплекс «Локомотив» – самый лучший комплекс, по моему мнению, в республике, так как здесь собрались очень большой и сильный состав именно тренеров. Поэтому здесь самые лучшие спортсмены и очень большие результаты. Поэтому мы хотим посещать именно этот спортивный комплекс «Локомотив». Известно, что по итогам номинации «Лучшее проведение Дня здоровья и спорта» город Канаш занял почетное 3-е место. Я хочу выразить свою глубокую признательность и благодарность замечательному тренеру Татьяне Николаевне, которая сыграла огромную роль в моем развитии и успехе. Этот человек щедро делился своими знаниями, опытом со мной, да и вообще со всеми ребятами здесь. Некоторых я узнаю, которые ходили на секцию плавания и ходят. Татьяна Николаевна была не только наставником и руководителем, но и источником вдохновения и поддержки. Вся энергия и страсть к успешному обучению были заразительны на все 100%. Я ценю ее умение проникнуть в суть каждой задачи и проблеме. Дорогие руководители и тренера ФОК «Локомотив», позвольте сказать вам огромное спасибо за ваш труд. Ваши усилия очень заметны и ценны. Благодаря вам дети растут ответственными, смелыми, трудолюбивыми, целеустремленными и отважными. Вы учите их не сдаваться и идти к намеченной цели. Желаем вам высоких результатов, крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и всех человеческих благ. А физкультурно-оздоровительному комплексу дальнейшего процветания и побед. Людмила Матвеева, Павел Демин.